Мекендештер арбаңыздар, урматтуу мекендештер, биз Кыргыз диаспора кеңеши мекендештерди жогорку окуу жайга жана колледждерге тапшыруу боюнча былтыр абдан чоң жумушту баштаганбыз. Былтыр мурдагы жылы көптөгөн мекендештер ушу диаспоранын жардамы менен окуу жайга тапшырып алышты. Анан кийин быйыл дагы бир жогорку окуу жайды өзүбүздүн капчыгыбызга топтодук, келишим түздүк. Ошол жогорку окуу жайга тапшырып алсаңыздар болот. Контрагы 60 000 рубльдан өйдө. Биринчиден бул эмнеге чоң плюс? Россия Федерациясына келип атканда цель въезда учеба деп келесиңер. Параллельно окуп дагы параллельно иштей берсеңиздер болот. Андан тышкары Россиядан ошол мамлекеттик жогорку окуу жай, бул жерде эң жакшы жери мамлекеттик жогорку окуу жайдан окууну бүткөндөн кийин жарандык алууга дагы чоң пайдасы тиет. Андан тышкары регистрацияны узартууга дагы эч кандай тоскоолдук болбойт. Эмгек келишим сурабайт. Ошо окуу жайдын келишиминин негизинде, студенттик билеттин негизинде узартып аласыңар. Андан тышкары студенттик билет берет, көчөдөн полиция кызматкерлери дагы көп тийишпейт. Ошон үчүн окуп дагы, иштеп дагы, өзүңөргө дагы, мекенге дагы, Россияга дагы пайданы тийгизгендей бололу. Ошо боюнча кичинекей маек, бүт маалымат ошол жерде, телефон нөмүрүн бүт баарын ошол жакка жазып коём. Салам мекендештер, арбаңыздар, урматтуу мекендештер, кыргыздарда улуу сөз бар. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат деп коет. Биз 2-3 жылдан бери Кыргыз диаспора кеңеши жогорку окуу жайлар менен биздин мекендештерди окуу жайга орноштуруу боюнча иштеп жатабыз, жумушубузду алып баратабыз. Быйыл дагы Кудай буйрса университет, Вернадский университет менен келишим түзүп, биз мекендештерди ушул окуу жайга тапшыруу боюнча бюджетке дагы жана контрактка дагы. Контрагы 60 000 рубльдан жылына өйдө. Очный бар экен, заочный бар экен, очно-заочный бар экен. Анан өзгөчө быйыл актуалдуу болуп калды бул маселе, себептеген Россия Федерациясына окуу деп кирсе, цель въезда миграциялык картага. Анда таможнядан дагы оңойраак кетирет. Анан биякта иштеп жүрсө дагы, эмгектенип, окуп, эмгектенип жүрсө дагы болот. Ошо боюнча жумушубузду алып барабыз. Бүгүн ошол Вернадский университетинин кабылдама комиссиясынын төрайымы Мельникова Любовь Борисовна. Любовь Борисовна, здравствуйте. Здравствуйте. Я сделал небольшое обращение для наших граждан, что знания свет, а не знания чуть свет, потом работа. Вот. Спасибо, что откликнулись. Спасибо, что приняли нашу как раз возможность для сотрудничества, пригласили нашу диаспору. Расскажите, пожалуйста, вот какие студенты учатся, во-первых. Хочу это особо отметить, что это государственный университет, да, на основании чего можно получить РВПО. Да. Разрешение на временное проживание, это очень важно. Потом по окончании вуза, так как сам высшее учебное заведение государственное, можно получить гражданство Российской Федерации. Да, в ускоренном режиме, да. В порядке. Как нашим гражданам поступить? Добрый день еще раз, Кубанжибек Бекболотович. Да, действительно, наш вуз очень старый. Мы отмечаем в этом году 95-летие. Мы работаем как государственный вуз, который реализует программы и среднего профессионального, и высшего образования. Это и бакалавриат, и специалитеты, магистратура и аспирантура во всех форматах обучения и для всех отраслей экономики. Это и управленческие дисциплины, и биология, и зоотехния, и агрономия, и инженерные специальности, IT-специальностей у нас очень много. Пожалуйста, к нам можно приходить, так как вы являетесь гражданами Киргизской республики, то вы можете поступать у нас по внутренним своим документам. Нам единственное нужно будет перевод вашего либо удостоверения личности, либо паспорта, да, потому что они приравниваются. Плюс необходимо будет, если у вас уже есть регистрация в Российской Федерации, документ, миграционная карта и карта, так называемая зеленая, которая карта дактилоскопии. С этими документами можно поступать к нам. Отлично. Ну, здесь вот как раз таки номер приемной комиссии +7 995 529 67 52. Я еще внизу видео напишу. Что наши должны граждане сказать? От диаспоры? Кодовое да, слово. Конечно. Да. Но у нас был опыт. Давайте тогда, мы любим Киргизию. Да, Кыргызстан, Алга. Но вот удивило еще такой момент, как бы вуз, высшее учебное заведение, как бы хозяйственное, да, в большей степени называется
при Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации. Но здесь есть еще вот такие специалитеты, менеджмент, государственное муниципальное управление, бизнес, информатика, вот особенно важно в 21 веке, финансы и кредит, юриспруденция, туризм и педагогическое образование. Педагогическое у нас профили – это иностранные языки, либо младшее школьное и дошкольное образование. А то, что вы сказали про бизнес-информатику, у нас еще есть дисциплины такие, как прикладная информатика и информационные технологии. Это тоже у нас 3 специальности по IT-технологиям. Угу. Ну, в целом, самое интересное, вот у нас бюджет рассматривается для граждан Кыргызстана. Как раз таки мы Да, сейчас конечно. обсудили с Любовью Борисовной, что наши граждане могут на бюджетной основе тоже учиться, но надо учиться обязательно. Самое главное сдать вступительные испытания. Да, ну наши, я надеюсь, справятся. В Кыргызстане русский язык официальный язык. Ну, остальные нужно будет сдавать, и инженерные специальности, либо физику, либо математику. Все равно это нужно будет тесты сдавать. У нас еще есть бакалавриат, У нас бакалавриат, специалитет, магистратура и 9 специальностей, даже аспирантуры. Да, и колледж. И колледж есть, Да, да. колледж И в может- колледже тоже есть бюджетные места. Кстати, да. Да, да. Бюджетные места нужно воспользоваться. То есть, получается, колледж у нас от 9 на базе 9 класса И наши. 9 и 11, да. Все классно, то есть они получат. Да, И потом можно поступить на бакалавриат. да. Да. Но ускоренное обучение там останется 3 года, если профильное, да. Мгм. Насчет общежития. То есть иногда наши интересуются насчет общежития. Для студентов очной формы мы Мгм. предоставляем. Также те студенты, которые у нас учатся очно, заочно и Мгм. заочно, если у них не проходят дистанционные сессии, они бывают тоже в Мгм. дистанционном формате, если они проходят с посещением занятий, то на время сессии, вот там на 10-12 дней предоставляется место в общежитии. Мгм. Вот То есть так. вы приезжаете здесь, общежитие в шаговой доступности от учебных корпусов, то есть это через 2 дома пройти, Мгм. и спокойно можно будет уже прийти на занятия. Также для того, чтобы жить в общежитии, у нас здесь рядом есть и большие торговые центры, и магазины, есть поликлиника, рядом напротив общежития прям есть остановка, то есть очень быстро доехать удобно. Мгм. У нас еще наши граждане в основном вот, по поводу переживают продление временного пребывания, то есть регистрация. То бишь наши граждане заезжают целью учеба, на основании него. Если цель въезда у вас, кстати, не была учеба, вы можете пойти в любой отдел по вопросу миграции. Это МФЦ, мои документы. Там вам цель въезда поменяют на любую, на учебу, на Но частный должна визит. быть обязательно очная либо очно-заочная форма. Заочная не дает возможности регистрировать как на обучение. Ну, очно-заочно, я думаю, Да, к да. нашим подойдут. Потом на основании него можно получить договор с вузом, студенческий билет, и на основании него И можно будет ходатайство, да, регистрацию, от вуза. регистрацию продлить. Да. Вы еще даете ходатайство, Да, да? это обязательно для миграционной службы мы даем ходатайство. Ну все, то есть они могут прописаться, где они живут, Да, прописали да, все да, прочее на да. основании. Все классно. Но это как раз таки нам нужно. Контрактная основа от скольки тысяч? Очень разное. Если это заочная есть форма, минимально, да, если заочная форма, от 60 тысяч в год. От 60 2 раза в тысяч. год можно платить. И какие были это получается у нас средняя стоимость годового обучения примерно 100-120 тысяч. Если это по очной форме, для гуманитарных специальностей, инженерные специальности, и те, которые требуют лабораторных каких-то изысканий, они чуть дороже стоят. Ну, где-то в районе 200 с небольшим. Вот так вот. Мы Да. в первую очередь призываем всех наших граждан, чтобы получили образование. И на основании, после того, как они закончат высшее учебное заведение, на основании этого можно получить гражданство, еще раз подтверждаю, потому что это считается государственным вузом. Любовь Борисовна, большое вам спасибо. Я очень надеюсь, что наши граждане много-много будут поступать в этом году в вузы. Мы будем вас всех ждать. Да, и очень надеюсь, что на вашу солидарную помощь. Постараемся. Да. И вас мы вас ждем тоже в Спасибо, гости. всего хорошего. Все, до Саламат свидания. болыңыздар, бекендештер.